литовцам, которые считают, что мы там поднялись как-то ни за что и пытаемся как бы развалить свою страну, я предлагаю поменяться местами. Давайте я поживу в Литве, а вы поедете, поживете на моем месте в Беларуси. Я думаю, не позднее, чем через год вы будете убегать без штанов даже, только чтобы быстрее добежать сюда, чтобы не оставаться там. Это я вам гарантирую просто. В Беларуси Сергей почти всю жизнь работал предпринимателем. Был момент в жизни, когда занимался фермерством. За попытку отнести обращение с протестом против применения насилия против мирных граждан в местный сельсовет, он и его друзья были задержаны, подвергались избиениям и пыткам. До 12 числа, пока меня самого не схватили, не избили, и я из-за этого не попал в больницу, я до этого момента был таким, ну скажем, диванным протестуном. Я так мог повозмущаться там в интернете, например, мог, не знаю, там с кем-то на улице поговорить об этом, но так, чтобы конкретно ходить вот на митинги и выступать. И в тот же день мы же не на митинг пошли. Мы пошли подавать просто бумагу против того, что начало твориться, начали избивать людей. Мы просто сделали такое обращение к нашим властям, к местным властям. И пошли я, еще вот два друга моих и брат, мы пошли просто, занести это обращение в сельсовет. Вот. И когда, получается, мы уже двинулись с места, собрались в одном месте и двинулись туда, чтобы занести это обращение, подъехал бусик, выскочили, сколько там, 6-7, наверное, ОМОНовцев в масках, там при амуниции при всей. И сначала вроде просто, мы легли сами на землю, все, даже без их помощи, потому что я уже наслышан был, что там они делают. Вот. И начали избивать уже там, возле машины, потом в машине по пути в РОВД. Коротко говоря, после встречи с ними я стал ярым протестуном, потому что я до этого воспринимал все, как-то вот говорят люди, что там бьют кого-то, еще, пока сам не попал, я не верил. Так, скажем, считал, что немножко преувеличенная информация. Может быть, и верил, что кто-то где-то, может быть, получил там немного, но пока ты сам не попадешь в эту ситуацию, пока ты не почувствуешь на себе, что такое преступная власть, когда ты лежишь, здоровый мужик, добропорядочный, ты законопослушный гражданин, и тебя прямо в милиции, это вот на территории РОВД, где, казалось бы, орган, который должен защищать людей, тебя ложат лицом в землю, тебя месят этими дубинами, по тебе прыгают ногами, например, да, ты лежишь, и даже голова не может в тот даже момент принять, что это со мной происходит, что так может быть вообще. Так вот, мы вчетвером, мы лежали между двух этих сидений, нас туда, впихнули, впрессовали туда. И на нас все ехали, то есть один только ОМОНовец ехал, получается, за рулем, а все вот остальные, там человек 6, они сидели на нас, просто залезли на нас. И получается, я еще так попал, первого погрузили вот Саша Гримать, там, потом Виталик, потом вот Витя. И меня, когда самого последнего погрузили, у меня ноги торчали наружу, получается, я уже просто не вмещался, наверное. Он стал дверями бить по ногам по моим, чтобы убирай. Я ему просто, я ему мычу, так сказать, потому что я же сказать ничего не могу, на мне сидит человек на голове прямо. Я ему говорю, что я не могу, у меня уже все, нету тут места нигде. Он там каким-то невероятным образом выкрутил эти ноги, там, чуть ли не на узел завязал меня, и двери, закрылись, они поехали. И в машине, конечно, это было уже вот, например, ладно, на мне так вот сидели, может, они вдвоем неудобно, что им неудобно было меня бить. И то один взял так волосы на голове мне костяшками лохматит, а второй говорит, подпаливай, подпаливай. Я же не вижу этого, но я чувствую, что... А второй слышу, что щелкает что-то. Думаю, это же зажигалка, сейчас подпалят волосы мне. И я, получается, каким-то там невероятным просто усилием руку, потому что руки сзади у меня, я высовываю руку, и чтобы закрыть голову вот так, а он меня берет за палец, выкручивает его со всей силы. Ноготь поднадорвал мне тогда. И говорит, что ты закрываешься, животное? Как я не буду закрываться? Он волосы мне хочет подпалить, я не буду закрываться. А, например, Саша Гримать, его били так, что, знаете, вот когда вот
не знаю, такие звуки уже были, хлюпающие. То есть возьми мясо, вот сырого кусок и бей кулаком. Там уже такой вот прямо, он уже просится, говорит, ну не бейте меня больше, я уже, ну все, у меня уже все там болит. Они его лупят еще с большей жестокостью. При подъезде в РУВД там же люди дежурили, вот уже наши волонтеры, которые... И получается, когда они перед тем, как они остановились во внутреннем дворике РУВД, они сказали нам, если хоть пикните хоть один раз, потому что типа там люди услышат, которые стоят, вот эти вот данные просто сейчас, то мы вас вывезем в лес, и вас больше никто не найдет. Он меня вытащил за ноги, я сразу упал, он руки за голову. А потом что-то передумал, говорит, руки назад за спину. А он меня за ноги оттащил, положил вот где ему надо. А, наверное, человека 2, но я так понял по ударам, судя по ударам человека 2, в это время месят тебя дубинами. Ну, во-первых, и больно, как бы, и страшно, да, и обидно там. Поэтому говорю, все, я лежу, я не сопротивляюсь, ничего. И, ну, потом, понятно, с их стороны там куча мата, куча оскорблений, там, избиения эти. Вот. И так вот всех нас положили, просто вот вчетвером положили на асфальт. Сказал всем смотреть в асфальт просто. То есть лежать вот так вот носом, смотреть в землю. Ну, сколько ты так пролежишь? У тебя руки за спиной. Во-первых, от напряжения такого, когда ты все время так лежишь, начинает аж такая дрожь по телу, потому что ты, ну, реально напряжение. Это неестественное положение тела. И смотреть тем более вниз все время ты не можешь. Я когда, ну, очки были в руке, когда падал, потом нацепил все-таки очки, хотя вот это было вот лишнее, что я сделал, потому что я лежал, и шея затекла, и я так немножечко так положил голову на бок, хотя бы, чтобы, ну, шее было легче. Он подошел, вот так вот ботинком стал, получается, мне на лицо и сказал, поверни голову, я сказал. Я назад повернул носом, ну, вот так носом в землю повернулся. Потом мне показалось, что они отошли там, я не знаю, может курить там или что. И я думаю, ну, а я же так не видел снизу, там, где они. И я думаю, блин, затекла шея, я в другую сторону немножко так шею повернул. А он, видимо, стоял, ждал или что, не знаю, подошел, наступил мне ногой на лицо, раздавил очки при этом. Ну, просто вот уже когда они там хрустнули, не знаю, он может подумал, что у меня череп хрустнул или что. Он, я тебе сказал, поверни голову вниз. И потом стоит такой и говорит, извини за очки. Ну вот мы лежали некоторое время, вышли там какие-то люди, задавали там вопросы, зачем вы это делали, зачем вы митинг сорганизовали. Ты начинаешь что-то говорить, что мы не организовывали митинг никакой, мы несли обращение в органы власти. Но как только ты начинаешь что-то либо объяснять, сыпется град ударов. Просто тебе, ну, не дают сказать, там на каждое слово просто, не знаю, по 5 ударов. Вот. Ну, в дальнейшем там потом вышел начальник РУВД, сказал, я сейчас буду задавать вопросы, если кто-то из вас заставит меня повторить вопрос дважды, почувствуйте на себе, что это вам, чем это вам грозит. И первый же вопрос Виталику, и, ну, потому что все лежим лицом вниз, ты же не знаешь, к кому он обращается, потому что он стоит просто сзади, и он, так, что ты там что-то делал, там, ля-ля-ля, и Виталик говорит, вы мне, говорит, и его сразу дубасят, потому что он потом уже сообразил сам, начальник, наверное, этой нашей милиции, что надо как-то хотя бы фамилию обозначать, к кому ты сейчас обращаешься, потому что люди лежат к тебе спиной на земле. Ну, я потом попал в больницу, из больницы я убежал, потому что мне передали, что как только станет мне получше, они меня назад в милицию заберут, в камеру, потому что они же даже не хотели меня из камеры отдавать. У меня лицо было тут рассечено, бровь, лицо было в крови. Ну, голова кружилась, у меня сотрясение мозга было. Я думал, что ребра сломаны были, мне месяц после этого дышать было трудно, но оказалось, что просто они, когда по мне прыгали, не поломали, но межреберные связки растянули. Арест и избиение, по словам Сергея, это самое большое унижение в жизни, которое ему пришлось испытать. Ну, это самое большое унижение, которое было за всю мою жизнь, наверное, которое только я мог себе представить с того, что-то там бы страшное могло случиться в жизни. Это самое, потому что вот до этого момента какие-то там передряги, какие-то проблемы, какие-то споры с кем-то, это все ничто по сравнению с тем, что тебя просто
растоптали как человека, как, не знаю, как личность. То есть ты чувствуешь себя, наверное, не лучше, чем какая-нибудь скотина в том же колхозе, которую электрошокером понукают, что делать там, или, я не знаю, или там куда идти, где пастись и все остальное. То есть вот реально ассоциируешь себя с каким-то, не знаю, далеко до человека, наверное, слово такое сказать. Жизнь в 21 веке в центре Европы, где человек каждый день носит в сумке тюремный пакетик с собой на всякий случай. Привет, Северная Корея. После побега из больницы Сергей стал ходить на все митинги. На одном из них, когда люди в масках стали избивать его участников, он стал сопротивляться. Будучи уверенным, что милиция квалифицирует его действия не как самооборону, а как нападение на сотрудников правоохранительных органов, в результате чего ему может грозить лишение свободы сроком до 8 лет, Сергей Бигель принял решение оставить дом, семью и бежать в Литву. Я пошел на митинг. Значит, когда на нас набежали ОМОНовцы и стали там дубасить всех подряд, у меня, скажем так, у меня был в руках флаг наш, белорусский, на палочке, так сказать. И когда стали избивать нас, ну, группа людей этих в масках налетели, там нас такую небольшую такую толпу людей нас отжали и начали избивать, я стал просто отбиваться. А это в Беларуси уже тянет на лет 8 приблизительно, и поэтому я решение принял буквально, например, сегодня, завтра я был уже в Литве, и в тот же день, через 4 часа после того, как я пересек границу, у меня уже в доме, где я прописан, ну, там, в деревне, у меня уже ломали двери. Такое ощущение было, что там полармии, знаете, как бы приехали хватать меня, такого большого бандита. Там все, там, и милиционеры, там, и какие-то в гражданском. Границу с Литвой Сергей пересек беспрепятственно. На тот момент у меня еще, получается, я, наверное, был, может, ну, как сказать, не в базе в этой или что, то есть ни под арестом, ни под каким, ни в розыске. И поэтому, да, я на автобусе спокойненько приехал в Вильнюс. Жена, понятное дело, поддержала, потому что сказала, что лучше я буду на воле, чем я буду в тюрьме. И неизвестно, как там в тюрьме все это закончится. Поэтому однозначно, ну, хорошо отреагировал. Даже оказавшись в Литве, в безопасности, Сергей получал угрозы в социальных сетях и на свой белорусский номер мобильного телефона. Неизвестные лица угрожали ему расправой и похищением для того, чтобы доставить в Беларусь. Были сообщения с так называемых аккаунтов однодневок, например, там, на Фейсбуке, ВКонтакте в том же. СМС-ки на телефон приходили, что... Ну, я, конечно, не буду цитировать это грязное содержание, там больше матов, но смысл такой, что мы тебя достанем и в Литве, и поедешь домой в багажнике. Ну вот, я, конечно, не знаю, насколько это все, наверное, ну, это, я так думаю, что это невозможно, потому что все-таки, как ни крути, в Литве работает все-таки как бы и правосудие, и закон, но все равно морально это давит. Последствия ареста и избиений бесследно не прошли. Сергей до сих пор борется с психологической травмой. Иногда закрытые помещения напоминают ему тюремную камеру, в которой его избивали и вызывают приступы паники. Конечно, я в Норвегии проходил таможню на машине, и у них есть процедура досмотра. Но я как раз попал на эту процедуру досмотра, и один из пунктов, при которой делается вот этот, ну, совершается процедура досмотра, это когда тебя заводят в отдельную такую комнату, в ней только одна скамеечка в стену вмурована, то есть она очень похожа на так называемый стакан, в котором я сидел в РОВД, когда меня поместили туда. Я честно скажу, я уже вроде бы на тот момент, сколько там, почти месяц был уже там в Литве, плюс я в Норвегию там катался, в Швецию. Я могу сказать, что когда вот именно закрыли в эту камеру, я испытал такой психологический удар.
Я думал, что я уже забыл, там, ладно, меня там побили, там, у меня вот эта психологическая какая-то, типа, травма отсутствует, ну, пережил я это все. Ну, вот когда я сел и подумал, что, блин, как все похоже, то есть я сижу почти как в этой камере, у меня такой вот реально паника, что сейчас откроются двери, взорвутся эти в масках с дубиналами, начнут меня избивать. Я серьезно, я же после этого даже писал жалобу в норвежскую таможню, что не надо так с людьми. Выгоните меня на улицу, там еще где-то, предоставьте мне комнату какую-то, где будет телевизор, кофе там и все остальное. А то у них это называется комната ожидания, но она больше похожа на тюремную камеру. А я говорю, я у себя на родине испытал, получается, у меня психологическая травма, потому что я вышел потом из этой комнаты, у меня тряслись руки. Поэтому я не могу сказать, что для меня это прошло бесследно. Это не бесследно по-любому прошло. После бегства Сергея в Литву он продолжил бояться людей в полицейской форме, пока не привык к тому, что на его новой родине и в Европе полиция людей не избивает, а занимается своими прямыми обязанностями, охраняет правопорядок. Я еще неделю боялся вашей полиции, по памяти, по старой. Я еще старался обходить это все, чтобы, не дай бог, не встретиться. Более того, их нигде не видно у вас. Полиция появляется только в том случае, там, где она нужна. Это не то, что у нас ходят просто по улице, и им нужно вот устрашение людей, чтобы все видели, что мы тут, мы тут. Ну вот, например, я один раз уже в Поневежесе повстречался с милиционерами на выходе. У меня сразу тук-чук, такой как щелчок, блин, типа свернуть куда-то там, ну, чтобы только не встретиться с ними. Потому что это, как бы, не знаю, инстинкт самосохранения срабатывал. Это потом я уже успокоился, подзабылось это все немножко. И сейчас потом, ну вот, теперь я смотрю на все это и понимаю, что и правоохранительные органы могут быть другими, не такими, как нам рисуют. Их может быть гораздо меньше, и они будут справляться со своей работой. Сергей верит, что, несмотря на все, его страна, его родина когда-нибудь станет свободной страной. Страной, в которой люди не будут работать за нищенскую зарплату и не будут бояться говорить правду. Выезжаешь где-то, вот в Литву выезжаешь, в Польшу выезжаешь, и видишь, как оно может быть с другой стороны, ты просто понимаешь, что да, где-то мы шагнули не туда в свое время. И поэтому этот выбор надо исправлять, эту ошибку надо исправлять. Поэтому идешь на митинг и думаешь, мы победим, все будет хорошо, и мои дети хотя бы будут жить хорошо в этой стране.